Минспорта региона запустила новую акцию для школьников. Во время летних каникул у каждого ребенка есть возможность прийти на любую тренировку в подшефные ведомству спортивные школы. Требование лишь одно – согласие родителей. Расписание занятий и бланки разрешений можно найти на сайте Минспорта. Это станет еще одним серьезным шагом развития массового спорта в регионе, уверены эксперты. Впрочем, скептиков в этом вопросе много. Проблемы развития массового спорта обсудили на площадке Общественной палаты республики. За круглым столом собрались чиновники, тренеры, представители спортивных федераций и ветераны отрасли. Виктория Палкина выслушала все «за» и «против». Футбол, плавание, лыжные гонки – вот самые популярные виды спорта у жителей региона. На пятки этой троицы наступает волейбол. Сегодня открывают новые группы. Приютить любителей покидать мяч готовы спортивные школы Олимпийского резерва. Здесь пересматривают расписание и находят свободные залы для волейболистов. Они начали свою работу в 2021 году, и за один год я просто вижу, что количество занимающихся, в том числе и начиная с детей спортсменов, да, и заканчивая более старшим поколением, то есть все с радостью идут, занимаются. То есть если мы говорим о том, что они в 2021 году приходили там на 2 часа всего, то уже на сегодняшний день, то есть они уже занимают, сейчас не помню точно, 12 часов где-то вот так этого времени в неделю. Спортивные федерации в Коми берут и на себя развитие массового спорта. Так, по оценке экспертов, проект «Земский тренер» сегодня яркий пример развития народной инициативы. Сыктывкарские наставники по боксу запустили открытые тренировки в Кировском парке. Раньше на такие воскресные занятия приходили несколько человек. Сегодня насчитывают больше 3 десятков занимающихся. Еще и география проекта расширяется. В 2022 году уже вышли на территорию республики, подключились другие города. В основном это, конечно, наши спортсмены, боксеры. Они проводят тренировки на улице. Печора, Усинск, Сыктывдин, Карткирос. Сегодня многие говорят о недоступности спортивной инфраструктуры для обычных жителей. Но Минспорт региона напоминает о том, что проводят различные акции. На сегодняшний день в Республике Коми реализуется такая акция, как День открытых дверей. Каждый житель Республики Коми может принять участие на спортивных площадках, заняться своим физическим здоровьем. Другой вопрос, почему не все жители региона знают о таких акциях. А потому при обсуждении в Общественной палате эксперты отмечают, нужно качественнее подходить к информационному освещению массового спорта. Говорят на площадке и о развитии спортивной инфраструктуры школ, и о продвижении комплекса ГТО. Сегодня в регионе физической культурой и спортом занимаются около 300 тысяч человек. Это меньше половины всего населения республики. Виктория Палкина, Павел Люленмин, телеканал Юрган.